Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Якутска, который обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и истязании своих детей. По материалам следствия, 40-летний мужчина с сентября 2018 по ноябрь 2019 года после расставания с супругой проживал со своими малолетними детьми, которым к настоящему моменту исполнилось от 5 до 12 лет. Он систематически злоупотреблял алкоголем и не работал, не имел стабильного источника дохода, в результате чего материально не обеспечивал своих детей даже необходимым питанием. Мужчина не следил за гигиеной детей, чистотой и порядком. В Следственном комитете отмечают, что при этом он жестоко обращался с детьми, систематически причиняя им физическую боль и психические страдания, которые выразились у детей в страхе перед агрессивными действиями отца и в переживаниях от испытываемой физической боли. Следователи установили, что обвиняемый за различные провинности наносил детям побои руками, а также подручными предметами. К примеру, за шалости сына первоклассника он избивал его брючным ремнем и шваброй. За несвоевременное возвращение 10-летней дочери из школы в сентябре 2019 года в присутствии детей он с силой бросил на пол нож и высказал угрозы об их убийстве. Обвиняемый пояснил следователю мотивы физического и психологического насилия желанием воспитывать детей в строгости. А из сына он хотел вырастить настоящего мужчину. Все это привело к тому, что в ноябре 2019 года детей изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр, где они рассказали о способах так называемого воспитания, которые в отношении них применял родитель. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением материалы дела в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Полицейские раскрыли дело о краже скамейки из подъезда жилого дома в Якутске. В полицию обратился местный житель, который рассказал, что установил на лестничной площадке около своей квартиры скамью, которую украл неизвестный. Вором оказался ранее судимый за кражу 42-летний мужчина. Днем он зашел в подъезд многоквартирного дома и унес скамейку. Похищенное он донес до ближайшего рынка, где сбыл за 100 рублей. На вырученные деньги он приобрел алкоголь. Дистанционные мошенники украли больше 100 тысяч рублей у жителей Мирнинского района. По сообщению пресс-службы МВД по региону, 58-летней жительнице Мирнинского района позвонил мужчина, который представился сотрудником одной из компаний сотовой связи. Он сообщил, что компания сделала перерасчет за неиспользуемые услуги и готова выплатить 9 тысяч рублей. Для зачисления денег он попросил назвать данные карты, в том числе CVV-код и коды из СМС-сообщений. Женщина продиктовала мошеннику всю требуемую информацию. Через несколько дней после похода в банк она обнаружила, что с ее карты похитили около 18 тысяч рублей. Также 56-летний житель поселка Айхал поверил лжесотруднице банка, которая сообщила, что на его имя оформлен кредит в 360 тысяч рублей. Женщина объяснила, что для его отмены необходимо подать заявку на другой кредит с меньшей суммой. Под диктовку аферистов он оформил кредит на 255 тысяч рублей и перевел двумя операциями 25 тысяч на неизвестный счет, после чего понял, что стал жертвой мошенников. В результате вмешательства прокуратуры Мегино-Кангаласского района в бюджет уплачены налоги на сумму около 5 миллионов рублей. Индивидуальный предприниматель, в том числе привлекающий к работе иностранных работников, в 2019-2020 годах представил в налоговый орган расчеты по налогу на доходы физических лиц и по страховым взносам на своих работников. При этом, как установила проверка прокуратуры, им сокрыты данные по 55 работникам в 2019 году и 46 за 2020, что привело к занижению подлежащего уплате в бюджет налога и страховых взносов. По результатам проверки прокуратуры Мегино-Кангаласского района возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении учредителям коммерческой организации пособия по безработице. Установлено, что в августе прошлого года местная жительница обратилась в филиал Центра занятости населения о признании ее безработной и выплате пособия по безработице. При этом она скрыла, что с 2015 года является учредителем коммерческой организации. Прокуратура региона отмечает, что за 3 месяца она получила более 50 тысяч рублей. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат путем представления заведомо ложных сведений». В настоящее время проводится расследование. Житель Нижнеколымского района обвиняется в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Об этом сообщает прокуратура региона.
В ноябре прошлого года пьяный обвиняемый в ходе ссоры избил потерпевшего. Не ограничившись кулаками, он использовал в качестве оружия черенок от швабры. От полученных травм головы потерпевший скончался на месте происшествия. Отмечается, что в ходе следствия обвиняемый активно способствовал расследованию преступления, добровольно сообщил сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия, о своей причастности к преступлению. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Специалисты обследуют руины дома в Мадриде, где в среду прогремел взрыв, унесший жизни по меньшей мере 3 человек. Еще один пока считается пропавшим без вести, ранены 8. Истинную причину чрезвычайного происшествия еще предстоит выяснить, но, как сказал мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда, скорее всего, имела место утечка газа. Полицейские источники, на которые ссылается испанская пресса, сообщили, что взрыв случился во время проверки оборудования. Обследование внутренних помещений началось после того, как удалось потушить пламя. Судя по всему, здание не подлежит восстановлению и будет снесено методом контролируемого взрыва, цитирует мэра сайт газеты «Эль Паис». В номере 98 по улице Толедо прежде располагался дом престарелых. В последнее время там находился приходский центр церкви Богоматери де ла Палома, приют для бездомных под управлением благотворительной организации «Каритас», квартиры священнослужителей. Неопасную травму получил один из учеников соседней школы. Никто из обитателей близлежащего дома престарелых не пострадал.